Это актуальное интервью в студии Иван Лазаренко. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что по большинству коммунальных платежей население страны переплачивает выше 100% себестоимости, то есть услуги ЖКХ для россиян завышены. Как обстоят дела в Якутии, как будут регулироваться тарифы по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, зависит ли это от района проживания, об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Это председатель Госкомитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия Антонина Винокурова. Антонина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, наверное, для начала вопрос, который волнует всех якутян. Как обстоят дела с тарифами у нас в республике? У нас в республике есть свои особенности. Так, ни один другой субъект Российской Федерации не выделяет столько средств, как выделяет республика на разницу тарифов для населения. То есть у нас никто не платит, практически никто не платит 100% окупаемые тарифы. Средняя окупаемость платежей населения составляет по республике 30%, но очень сильно варьирует по районам. То есть население платит одинаково, но из-за того, что экономически обоснованные тарифы разнятся по улусам, окупаемость, процент получается разный. Допустим, в Якутске это выше 75%, хотя платится так же, как в других городах, да? А допустим, в Вавено-Ватантайском улусе окупаемость вообще там 6%. И в среднем вот по республике получается 30%. А если говорить о размере тарифов для населения, о размере льготных тарифов именно для населения, да, то наши тарифы на коммунальные услуги являются одними из самых низких на Дальнем Востоке. Вот эта вот разница 25 миллиардов рублей, которые мы выделяем из бюджета, она позволяет держать тарифы для населения на вот таком уровне. И у нас ниже на Дальнем Востоке платят только в Приморском крае. И есть субъекты, в которых люди платят 3 раза выше, чем у нас. И это у нас Камчатский край. Это все по данным РЭКов, которые регулируют тарифы. Мы сравниваем свои данные с их данными. И еще есть один показатель – это доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в доходах населения. И когда мы это сравниваем по Дальнему Востоку, у нас в среднем по республике получается, что в доходах населения затраты на квартплату составляют 7% в среднем. Это самый низкий показатель по Дальнему Востоку. А есть субъекты, в которых этот показатель составляет и 15, и 20%. Это в среднем. То есть для какой-то конкретной семьи это может быть и 40%, для какой-то конкретной семьи может быть и 5%, вот так. Но это средние данные. Это средние данные, да. Федеральная антимонопольная служба России подготовила предложение по формированию тарифов с формулировкой, что необходимо разделять операционную составляющую и инвестиционную. Что можно по этому вопросу пояснить? Здесь я хочу сказать, что операционные расходы – это текущие расходы, допустим, заработная плата, там какие-то транспортные расходы, услуги какие-то, да. А инвестиционные расходы – это уже капитальные затраты, требующиеся для обновления, для реконструкции основных средств. И абсолютно верно, что эти затраты надо делить. При этом вот эти операционные расходы Федеральная антимонопольная служба ставит задачу перевести все на эталоны. То есть все должно зависеть только от технологии производства, от имеющегося оборудования и, допустим, от полезного отпуска продукции. Да? А все остальное должно быть эталонизировано. Допустим, только какие-то повышающие коэффициенты для северных, для арктических улусов могут быть, да? А в целом по России все затраты должны быть приведены к единому знаменателю. А вот части инвестиционных затрат – это очень индивидуально. Это смотрится инвестиционная программа каждого предприятия, что ему нужно построить, в какую цену это обойдется, и как это вот должно, через сколько лет окупается, и как это должно включаться в тариф. И это, конечно, дается на решение уже региональных органов, чтобы мы это все считали конкретно по каждому предприятию. Вот к этому мы сейчас должны быть, потихоньку уже готовимся, потихоньку уже ФАС у нас запрашивает материалы, во-первых, во-вторых, уже дает понимание уже, как надо считать эти эталоны. И, допустим, в энергетике, в сфере бытовых услуг эталоны уже внедрены,
А сейчас вот собираются ввести в сфере транспортировки электроэнергии, это передача электроэнергии, а дальше пойдет уже дело до тепла, воды, канализации. Ну а если вот такое разделение произойдет, как это отразится на тарифах? Они выше Я станут, думаю, ниже? что это будет очень, это будут просто отразиться в тарифах, именно тарифы все станут справедливыми, прозрачными, едиными. То есть никто не будет учитывать какие-то индивидуальные особенности каких-то предприятий. В зависимости от того, кто обслуживает какой-то объект, вообще не должно быть никакой разницы. Вот такие операционные затраты доводятся, и кто угодно может их обслуживать. Допустим, а сейчас у нас, допустим, отраслевые тарифные соглашения есть, какие-то индивидуальные моменты у предприятий есть и так далее. Вот эти вот все должны уйти. На встрече главы республики с руководителем Федеральной антимонопольной службы России шла речь о проверках в сфере тарифообразования. О чем шла речь? Да, была встреча главы с руководителем ФАС России, плановая встреча тоже, да. У нас Федеральная антимонопольная служба ежегодно проводит плановые проверки субъектов Российской Федерации в сфере тарифного регулирования. Ну, каждый год где-то по 4-5 субъектов, и план на 2019 год уже был утвержден в прошлом году. И мы уже с ноября знаем, что к нам, нас в этом году включили в план проверки, и вот в конце мая мы ожидаем десант, скажем так, с Федеральной антимонопольной службы. Они приедут, все поднимут, все посмотрят. И глава республики договорился с руководителем ФАС, что в рамках этой проверки будут проверки еще не только нас, но и регулируемых организаций. Правильно ли они нам дают заявки, не завышают ли свои показатели, ну, все ли соответствует действительности и так далее. Поэтому планируется еще выезд на предприятие в рамках этой проверки. Ну, еще на этой встрече говорилось не только о проверке, но там более важные вопросы были. Сейчас у нас в России Федеральная антимонопольная служба по своей инициативе, она запустила проект закона о государственном регулировании цен и тарифов. У нас, к сожалению, до сих пор такого единого закона в России нет. Есть отраслевые законы, отдельные по энергетике, отдельные по теплу, по воде, канализации и так далее. И когда одно предприятие занимается несколькими видами деятельности, там бывают коллизии между законами, да? И поэтому абсолютно правильное решение, и закон этот разработан уже давно на самом деле, проходит активное обсуждение, и есть рабочая группа Минэкономики. В этой рабочей группе есть 3 регулятора по всей России, одним из которых являемся мы. Мы не пропустили ни одного заседания этой рабочей группы, 6 раз заседали, и каждый раз мы поднимали вопросы, касающиеся наших предложений. И сейчас на встрече наши предложения тоже обсуждались. И когда этот закон ориентировочно будет принят? Ну, закон планируют запустить уже где-то в 2020 году. Ну и, наверное, один из самых главных вопросов, который начал возникать в этом году, это тарифы на твердые коммунальные отходы. Что нового в этом направлении? Да, тарифы на твердые коммунальные отходы сейчас у всех на слуху. Россия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Конечно, этот переход обусловлен тем, что надо все-таки заботиться об окружающей среде, об экологии. Конечно, надо приводить в порядок все наши свалки стихийные и не стихийные тоже, да. Допустим, если взять деревню, у нас ни одна свалка не отвечает никаким требованиям. Никто за ней не следит, там все вот стихийно все там лежит, куда вот свалили, и обработки как таковой нету, да. И сейчас, значит, новая схема запущена. У нас в республике, кроме арктических районов, во всех других определены региональные операторы, и мы утвердили им тарифы 20 декабря. Конечно, есть рост тарифов, этого нельзя не говорить. Есть рост тарифов, но он обусловлен некоторыми факторами. Появились новые платежи за негативное воздействие на окружающую среду, которые будут аккумулироваться в бюджетах и направляться опять же на экологию, на обустройство этих свалок. Да? Потом у нас изменились нормативы, повысились нормативы, потому что действующие нормативы были вообще советских времен, и они не учитывали никаких вот упаковок современных и так далее. Да? Конечно, сейчас человек производит намного больше мусора, чем было в советские времена. Потом появились, значит, затраты, связанные вообще с появлением этих региональных операторов. Им надо организовать всю эту работу. У них есть свои затраты, у них есть еще затраты на производственные мероприятия. Допустим, закуп этих же контейнеров. Контейнера сейчас должны начинать закупать региональные операторы потихоньку. Вот это уже залаживаем тариф. Да? И в том числе и для раздельного, насколько я помню. Да, в будущем для раздельного. Да, в будущем для раздельного. Они могут и не контейнера закупать, а, допустим, организовать
мешков и сбор могут и мешки приобрести на это, технику для вывоза мусора приобрести. Вот такие вещи. Ну и содержание вот этих полигонов, свалок тоже включено. И там, где есть инвестиционные программы, включены инвестиционные программы по полигонам. Ну и насколько я помню, строительство нового мусорного полигона также заложено в тариф, который платят жители. Почему население, почему граждане должны, ну, грубо говоря, платить за строительство нового мусорного полигона? Строительство мусорного полигона включено в городе Якутске. Ну, платят его еще и жители Жатая, потому что их мусор тоже увозится на свалку города Якутска. Да? Помимо этого еще Нерингринский оператор тоже принял инвестпрограмму, утвердили инвестпрограмму, там уже по реконструкции действующей свалки. Здесь речь идет о том, что нам срочно надо строить новый полигон, чтобы закрыть старый. Если мы не построим новый полигон, мы не сможем закрыть старый полигон, который совершенно не отвечает никаким требованиям экологической безопасности. И там есть даже решение суда, что надо его срочно закрывать. И если мы его не закроем, то грядут большие штрафы для муниципалитета. Поэтому включено строительство этого полигона на 26-м километре. И включено оно не сразу, вот в один год, что будет в тарифах все это сидеть. Да? Построить должны за 1 год, но мы включаем в тарифы возврат этих средств в течение 10 лет. То есть инвестор, вот люди почему-то считают, что инвестор должен построить за счет собственных средств. Он за счет собственных средств и строит. Привлекает средства, там, кредиты и так далее. Но никакой инвестор — это не благотворительная организация. Они, когда что-то строят, они требуют эти деньги возврат. И в течение 10 лет возврат мы обеспечиваем в тарифах этих инвестиций. Вот о чем идет речь. Поэтому объект будет построен быстро, но возврат в течение 10 лет мы обеспечиваем из тарифов. Вот такой порядок. И это не только в твердокоммунальных отходах, это может быть и во всех других сферах. Вот именно вот та инвестиционная составляющая, о которой говорит Игорь Юрьевич. Ну и напоследок, вкратце, отличаются ли по муниципальным районам тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство? Сильно ли или не очень? Отличия есть. Отличия связаны прежде всего из-за того, что нормативы разные у нас. Нормативы разделены на 3 группы муниципальных образований в зависимости от численности населения и разделены на проживающих в многоквартирных домах и в индивидуальных домах. И в зависимости от того, сколько людей проживает в тех или иных поселениях и в тех или иных домах, от этого зависит конечный тариф по муниципальному образованию и от транспортировки, от расстояния. Большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.